Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что 100% войдет в ближайшее время в вашу жизнь? Если тема интересна, настраивайтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, что 100% в ближайшее время войдет в мою жизнь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте посмотрим, что же такое необычное войдет в вашу жизнь. Так. Вы знаете, тут идет прям какой-то прорыв. Прорыв, причем очень мощный. У вас тут вот перо павлина вышло. Перо павлина вообще это очень сильный магический знак. Но в таком расположении, да еще при таких знаках, ну вот прям я не знаю, тут прям, тут сама судьба отыграется. Сама судьба. Так, мои милые, ну давайте по порядку. Во-первых, что 100% войдет в вашу жизнь? Войдет в вашу жизнь очень мудрый человек. Вот змея вышла, причем это кобра, да, с капюшоном открытым. Очень умный человек. Человек, скорее всего, носит либо очки, либо у него глаза очень большие. Потому что, видите, у кобры очень большой глаз. Очень мудрый, будет вас учить, будет вам помогать, подсказывать, будет вашим проводником, да? Можно даже сказать, земным ангелом-хранителем, покровителем. Человек, который сам высоко стоит, да, и вас к себе туда же на высоту подтянет. Смотрите, как идет, да? Идет у вас по правой стороне, да еще и по стороне сердца. То есть очень даже серьезная ситуация. Это может быть будущий муж таким, да, либо будущая жена, либо это может быть какой-то гуру, наставник, учитель. Ну вот прям начальник тоже может быть, да. Человек, который просветленный, хочется сказать, да, одаренный, человек, который себя реализовал. И теперь этот человек и вас будет реализовывать, либо помогать вам реализовываться. Очень хорошие знаки. Мало того, я еще вижу, что тут рыбалка будет. Рыбалка очень такая конкретная. Девочки, вот обращаюсь именно к вам, потому что это по женской стороне у меня идет. Здесь кто-то из вас очень удачно порыбачит. Вы такого себе мужчинку, вот смотрите, видите, у вас такая удочка, вы закидываете, и вот он, прекрасный мужчина на колесе. Вы такого себе мужчинку найдете, что любо-дорого. Вы даже и не мечтали, а кто-то даже из вас и не представлял, что такие мужчины существуют. Мужчина просто лакшери. Богатый, красивый, состоявшийся, любить вас будет, увезет вас. Ну тут прям вот знаете, история Золушки. Как хотите, ни больше, ни меньше. Хотите верьте, хотите нет. Когда это с вами случится, вы вспомните мое гадание, вы вспомните мои слова. Вот поверьте, кто зашел на эту отсыпку и кто сейчас ищет отношения, вам идет, ну это не просто принц, это же королевич какой-то, император. То есть человек, ну прям мощь, понимаете, я прям вам по-доброму аж завидую. Ну, шучу, конечно, утрирую, но тем не менее, каждая женщина просто мечтает о таком мужчине. Это ж понимаете как, да, тут и любовь, и счастье, и достаток, и все это вот замиксовано в один флакончик под названием муж, будущий муж. Такого... Слушайте, вы его встретите в дороге, он будет на машине, либо он к вам подъедет. Либо, если вы тоже водите, да, как-то вот на дороге вы с ним столкнетесь, встретитесь и начнутся отношения. Но тут, конечно, лакшери мужчинка идет. Он и красивый, и понимаете, это просто какое-то божественное создание.
Ну вот прям, да, получите, выиграете. Надо, кстати, будет мне тему сделать на вот такое случайное знакомство, что прям аж интересно стало. Вот прям вы его на удочку поймаете, понимаете? Либо будет такая ситуация, что вы поймете, что вы его прям так заякорили, оп, закинули, да, и он так раз наживочку ухватил, и все, мужчинка ваш. И уже в вашей котомочке лежит. Так что тут себе такого мужа отхватите, девочки. Поздравляю. Так, дальше смотрим, что еще 100% войдет в вашу жизнь. Деньги войдут в вашу жизнь, причем деньги немалые. А у кого-то это могут быть миллионы, миллиарды. Честно говорю, большие деньги могут быть, а у кого-то это могут быть деньги, которые вот для достойной жизни, для спокойного вашего вот существования, что вы знаете, вот у меня есть, вот мне хватит, мне на все хватает, на все мои потребности, я все покрываю, еще даже что-то там собираю, да, вот как-то так у вас с деньгами идет. Особенно это отыграется для тех, кто сейчас в банкротстве, у кого сейчас либо грозит банкротство, либо кто сейчас уже банкрот полный, у кого долговое ярмо, у кого прям, знаете, такая ситуация тяжелая, прям вообще, хочется сказать, темная попа, да, то есть выбраться никак нельзя. А вы выберетесь, а вы знаете, вот что-то, какой-то государственный муж, либо государственный орган, может быть, какой-то закон, да, вот там что-то произойдет, какая-то регулировка, что-то поменяется. И вы, вот вам умный человек подскажет, вы воспользуетесь этой ситуацией и выберетесь, обнулитесь, так еще имя свое доброе восстановите, выберетесь. И мало того, я вот вижу, что вам эта ситуация, она ж по судьбе была. И это, кстати, может быть не первый момент. Если раньше, может быть, вас пугали, припугивали, то в этот раз прям, знаете, как, ну, за причинное место взяли, потому что вы как-то очень уж несерьезно к деньгам обращались. А вот эта ситуация все выправила. Теперь вы не стали жадиной, вы не стали вот таким жмотом. Наоборот, вы стали человеком, который любит деньги, любит и ценит. А это правильно. Вот чтобы кто вам ни говорил, деньги нужно любить и ценить. Вот и вы это все поняли, осознали, и теперь пойдете. Мало того, как вы пойдете, тут ну, какое-то дело вы себе придумаете. Придумайте одно дело, потом другое дело, потом третье. Либо вы будете каким-нибудь, я не знаю, там креативным директором, который придумывает необычные бизнес-идеи и продает их, либо вы будете придумывать, раскручивать и потом уже продавать. То есть я просто вижу, что вы вот как жонглируете ситуациями и событиями. Здесь высокого вы добьетесь положения. То есть вы как высокоуважаемый человек идете. Человек, который пережил взлеты и падения. То есть у вас все с падения пошло, да, вот падение прям уже, ну некуда ниже падать, все уже там, да, до центра земли опустились. И вот прям взлет у вас пойдет. Вы сами, знаете, как вот хочется сказать, сам себя наказал и сам себя возвысил. Вот у вас такая ситуация пойдет. Дальше, мои милые, здесь у меня два счастливых человека идут, ну, я не знаю, вот рука об руку по жизни идут. Здесь вам вот как хотите. Счастливая старость идет. Счастливая старость вдвоем. Это не мать с детьми, либо отец с детьми. Нет, это пара. Видите, вот мужчина и женщина вдвоем. Они вот видите, как срослись прям, да? Мужчинка повыше, женщина пониже. Это может быть как физически, так и может быть ментально. В плане того, что вот кто из них какую главенствующую позицию занимает. Здесь женщина по здоровью крепкая, а мужчина, скорее всего, как-то, ну, то ли по уму. Ой, только не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Вот сама говорю, думаю, как вот эта женщина, мне приятно слушать. Но так вот песок показывает, девочки. Я тут ничего не могу сделать. Значит, счастливая пара. Вот хочется сказать, два старичка вот идут, и так они счастливы в этой жизни, так они счастливы друг другу, так им хорошо вместе. Это вы, ваша счастливая пара. Вам, ну вот, обеспечена счастливая пара, счастливая старость в паре с любимым человеком. Вот как хотите. Так, какой-то большой праздник, пышный праздник. Вот я не могу понять, это либо один, либо несколько. Похоже на свадьбу, либо на какой-то... Ну нет, больше свадьбы, наверное, идут. Свадьбы, может быть, не одна, но смотрите, тут одна идет вроде как
Я вот не могу понять, то ли она сильно затратная, то ли она какая-то пустоватая идет. Но что-то вот, знаете, будет недодумано, недоделано. Что-то будет как-то... Может, вам там счет лишний выставят, да? Может, вы выдавать замуж будете, либо женить своего ребенка. Там, значит, что-то будет не то, не так. Но там виноваты какие-то другие люди. Если такая ситуация будет, вы должны разбираться. Не там сказать: а да ладно, это же свадьба, так заплатим. Да? Нет, так не надо говорить. Надо разбираться, нужно выискивать. А вот второе мероприятие, ну, может быть, это ваша свадьба, может быть, это тоже, опять же таки, кто-то из детей. Вот это будет просто какое-то гениальное действие, очень похожее на сказку, на какое-то, вот даже, можно сказать, театральное какое-то представление. То есть окунетесь в сказку, получите огромное удовольствие, большую радость. И не только вы, но и те, кто будет на этой свадьбе, и те, кто будет там и участвовать. То есть это просто гениальное что-то. Вот какой-то совершенно юный человек, хочется сказать, ребенок, да, либо идею подаст, либо человек, который будет заниматься организацией, будет очень юн, но при этом очень талантлив. То есть вот такой момент идет. Тут свадьбы идут, несколько свадеб. Не знаю, почему несколько, но вот идут прям такие. Одна так себе, а вторая просто, ну, сказочная. Вот как-то так песок показывает. Дальше. Здесь, смотрите, два козла. Вот один козел, вот второй козел. Но это для девочек, понимаете, девочки и мальчики. А, кстати, для мальчиков тоже. Для девочек два козла. Ну вот, что увидим, то и понимаем. Ну, в жизни будут два козла, которые вам, ну, скажем так, будут бодаться с вами, да. Это не обязательно два мужчины, это может быть мужчина и женщина, может быть две женщины, да. Мы тут берем за основу упрямство и противность, да, уровень противности, которым человек наделен. Ну что сказать, вот они с левой стороны. Вы будете думать, почему, зачем они мне, почему они в мою жизнь вошли. Но они вошли в вашу жизнь для уроков, кармических уроков. То есть этими людьми вы какую-то свою карму, какие-то дырочки кармические все-таки залатаете. Что хочу сказать, стоит ли с ними бороться? Ну вот, пожалуйста, вы стоите за рога, их отталкиваете. Да, стоит рогами пободаться с этими козлами, стоит свое отстоять, понимаете, свое отстоять. Если у вас это получится, если вы сможете это сделать, если вы не прогнетесь под этих козлов, то считайте, что вы свою карму на несколько этапов вверх-то и приподняли, да, то есть прошли уроки, прошли достойно с успехом, и теперь вас в новом воплощении ждет большая награда. Если же вы прогнетесь под этих козлов, ну все бывает, да, то, ну, скажем так, у вас вот эти козлы, они будут увеличиваться, то есть вместо двух потом будет там 4, потом будет там, я знаю, там 16, да, то есть пойдет какая-то прогрессия у вас. Здесь лучше не убегать от них, не прогибаться под них, а именно бодаться с ними. Ну, такая вот карма, девочки, мальчики. Для мужчин то же самое, да, вот какие-то люди невероятно упрямые, невероятно какие-то противные, но вам следует побороться, вам следует пободаться за то, что ваше. Так, вот для мужчин хочу сказать, да, какой-то мужчина как пропащий идет. Пропащий в плане того, что, ну, вот как один как перст, либо не получается ничего в жизни, остался, может быть, рано один сиротой, может быть, семья отвернулась. Ну, все бывает, да, у человека что-то идет глубоко одинокий. Вы знаете, вы как ключ какой-то, ключ, который открывает все двери. Вот вы в себе что-то должны открыть и найти. Это какая-то способность ваша, какая-то уникальная ваша способность, ну, которой вы либо вообще не пользуетесь, либо пользуетесь крайне редко для себя. Вы, может быть, и сами до сих пор не поняли, как это у вас работает. Поковыряйтесь в себе, поковыряйтесь, поищите, потому что благодаря этой своей особенности вы можете стать абсолютно счастливым человеком. И очень много людей вы можете сделать счастливыми. Я не могу понять, как, я не могу понять, что, но я эту ситуацию, вот именно ваше счастье и счастье других людей я вижу. И это не касается только, например, вашей семьи, либо вашей будущей семьи. Там как будто бы, ну, достаточно большая, обширная группа людей, да, от вас получает эту радость и получает радость и счастье. Ну и вернемся мы к перуху павлина. Это очень сильный магический знак, и говорит он о том, что человек, ну, во-первых,
он добьется высокого социального положения. То есть человек, обычно вот эти перья павлинов носили высокопоставленные люди, то есть чиновники, сановники, люди, которых была в руках власть, большие деньги, большая власть, которые пользовались доверием и которые были, ну, скажем так, в числе правителей, да, там, либо вот управляющих. Вот у вас идет это перо. Но что хочу сказать, еще важный момент. Это перо, оно вам по судьбе, да? То есть вот кем бы вы сейчас не были, чем бы вы ни занимались, сколько бы вам лет не было, вам все равно в будущем вот занять какую-то высокую либо должность, либо высокий статус в обществе людей, где вы проживаете, где вы находитесь. И еще, чтобы вы понимали, у вас в жизни будет либо есть, да, либо будет два человека, которые будут, значит, один любит заботиться за вас, а за второго человека любите и заботитесь вы. То есть какая-то репка получается, да? Но так должно быть. Так должно быть, и так оно и будет. Никогда не бросайте тех, кто слабее вас, либо кто нуждается в вашей помощи. Даже если это уже надоело, задолбало, ну вот поверьте, да, вот вам дают, и вы дальше давайте. Потому что если вы перекрутите этот краник и не будете помогать, то и вам тоже не будут помогать. Вот какой-то такой закончик на вас располагается. Так, мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.